Сейчас пойдем, сейчас я проверю, что у меня все запустилось. Потому что трансляцию мы уже запустили, друзья. Вроде бы как все должно работать. Если все работает, у меня большая просьба к нашим зрителям написать, что меня видно, меня слышно. Я сейчас через второй телефон протестирую, что у нас все пошло. Сзади получается. День тысячи велосипедистов. Сейчас проверим, что все. YouTube пока как будто бы не запустился. А может и запустился. ВК запустился, я вижу, отлично. Осталось разобраться с YouTube, друзья, да? Нет, началось, все нормально. В YouTube тоже идет, просто спасибо всем, кто сделал так, чтобы YouTube не работал. Так, все, значит, я все могу читать. Пишите комментарии, чат буду читать, как только смогу. Да. Аня Ядренкина, привет, видно, слышно? Привет, отлично. Итак, потихоньку будем пробираться на линию старта. Всем привет! Это Тимур Умиркаев на связи. Такой компании. Ты включился? Я уже сказал всем привет. Да, у тебя работает, кстати. Так, у нас сегодня соведущий Тимур Умиркаев. Тимур попадает в кадр, его видно, да? Давайте чем-нибудь протрем камеру мою заляпанную немножечко, может, получше будет. Вот. Еще два сопровождающих есть, три. Да. Будет немножко потряхивать периодически, потому что телефон у нас закреплен на на основной вид. Сейчас переключусь на основной. Вот. Пишите в чат, если я смогу читать, я буду обязательно читать. У нас прямой эфир. Сегодня 1 июня, первый день лета, день защиты. У нас сегодня в нашем мероприятии. Куда пойдем, Кать? В конец, в начало? Да, ищем где посвободнее. Любой поддержке мы всегда будем благодарны, потому что для создания... Я сейчас передаю... Так, что-то в чате. Подойди к главной сцене, вот сюда, к флагу Energy. Надеюсь, ну да, в центр надо выбраться. Давай потихоньку пробираться. Вот сюда, давай. Путешественнику Клоду Бруиру. Давайте его поаплодируем громко-громко. Хочется вас поприветствовать. Друзья, специально для вас проберемся в самый центр. Hello everybody, my name is Claude and I am Belgian from Brussels. Звучит английский язык. Всем добрый день, меня зовут Клод, я из Брюсселя. I've been traveling by electro-solar bike since 19th of April to join my son in Shanghai, China. I have passed through Germany, Poland, Lithuania and Latvia. Я путешествую на электровелосипеде с солнечной батареей с 19 апреля, чтобы присоединиться к Сюру в Шанхае. Кстати, я проехал через Германию, Польшу, Литву и Латвию. Давайте здесь. Да. And I have now traveled 2000 kilometers in Russia, stopping for a week in Ufa to be with you for this event. Теперь проехал 2000 километров по России, остановившись на неделю в Уфе, чтобы быть с вами на этом мероприятии. И? I then continue Ну да. via Kazakhstan to reach China. Ну что, еще раз давайте поприветствуем наших зрителей. Cycling in Russia is not easy, except in cities where Я Матвей Ядренкин, я не один, сзади наша дочка Таисия со мной. Мы на мероприятии День тысячи велосипедистов. Ровно 11 часов время у нас бьют часы на не Спасской башне, но на башне гостиницы Азимут нынешняя, которая у нас есть. Потрясающее мероприятие. Почему сегодня у нас прямой эфир? Так, наверное, друзья, смотрите, выключу я чат, потому что что-то у меня с ним явно не так.
Это чат? Это чат? Это чат. Чат я выключил, все отлично. Ничего нам не мешает. Столько раз... что это такое? Это не слишком медленно и не слишком быстро. Давай. Фоткаемся, друзья, обязательно. Обязательно. Самое главное, Все вместе. велосипедистов, чтобы достичь. Стой. Теперь еще. This will allow you to gain an Вот так вот. increasingly important role for cycling. У нас прямой эфир, и в прямом эфире мы фотографируемся. Велосипедистов. I am especially excited Звонит to be riding with you today телефон. on the car-free road. Скоро будет старт. Буду в очках, потому что... Так, уже есть знакомые лица, кстати, нас уже сегодня узнали, даже с нами сфотографировались, друзья. То есть есть у нас некоторые поклонники, наши зрители. И спасибо им большое за то, что вы на нас обратили внимание. Да, посередине дороги прям на проспекте стоит. Где флаг Башкортостана. Сейчас будет начало. Очень надеюсь, что будет. Это, кстати, пролетел справа еще один участник нашего сегодняшнего марафона, Евгений Лобанов. Можно даже, кстати, с Евгением. Евгений, поприветствуйте зрителей. А что ты не скидываешь? Отлично. Старт, говорят, задерживается чуть-чуть. Короче, Очень сильно прошу. Если вы меня, конечно, там слышите, да, я вас попрошу вернуться обратно. Пока у нас идет прямой эфир. Что вообще там будет дальше происходить. Поэтому Они не слышат, потому что музыка играет. Они не слышат, что он говорит. нужно подождать. Если вы нашли что говорите, отдохните именно там. Если же нет, то верните к соседу справа прямо сейчас. Верните его. Они сейчас там, Ты у меня не в эфире, да? Опа. на Юношескую ждаем доехали, они сейчас там развернутся и поедут туда. Классно принести. Короче, пока Матвей молчит, я скажу. Вот время 11:03, и без команды ровно в 11 толпа просто стартовала. Это, видимо, такие все люди педанты, вот эти, которым ровно 2 часа надо, чтобы они проехали и поехали домой. Я, конечно же, шучу. Попросили всех вернуться обратно. Вот. Но почему-то никто не возвращается. Как так? Это же, по сути, большой сбой, я бы так сказал, в системе. Это статное чувство, наверное, какое-то, как в случае с металлоискателем, который вот справа... вы нас снимаете? Вот если посмотрим прямо, то с правой стороны будет металлоискатель, который можно обойти просто вот по этой широкой дороге по проспекту. Что мы, в принципе, и сделали с Евгением. Также напомню, надеюсь, у нас сегодня не 9 мая, и у нас никто не будет блокировать связь на глушняк просто, и все будет работать нормально. Пока сообщения о том, что что-то подвисает, нету, это хорошо. Трансляция у нас ведется в YouTube, ведется трансляция в ВКонтакте. Запись обязательно будет сохранена и там, и там. Ну, а позже я добавлю некую информацию уже в описании самого ролика. Потому что вчера я делал превью и все остальное на скорую руку. Поэтому вот так. Ну что, ждем, когда у нас будет старт. Поливальная машина на Аграрном. Да? Да, в поливалку я, наверное, не полезу, друзья, потому что у меня стабилизатор, не хотелось бы его затопить. Затопить не хочу. Также, друзья, здесь же Чалбар раздает всем участникам изотоники и детокс воду. Чалбар также находится на пути. Дальше оркестр на центральном рынке. Ждем старта. Что там? Кто? Оркестр. Оркестр. Он и в том году был оркестр на центральном. Да, на коптерах летать у нас нельзя в городе. Коптер может улететь в неизвестную зону, в неизвестном направлении. Да, но он вылетает вода. Вода или Так, надеюсь, что... у меня на широкой, не знаю, Народ, пишите сообщения.
детский студенческий корпус спасателей. Также у нас будет проходить конкурс костюмов. Обещали, что будет 30 тысяч человек. Также подведение итогов розыгрыша обучения от автошколы «Перспектива». Да вот непонятно, если честно, я сам даже не знаю. Сторону от меня. Даже интересно на самом деле, почему так. От компьютерной академии ТЭК. Поэтому мне надо сказать тебе. А в завершении нашего праздника башкирское мороженое устроит для всех пенную вечеринку. Вообще, Давай. для детей, но если взрослые тоже хотят в пенной вечеринке участвовать, то без проблем. Это цепочка, да? Я уже уловил ее. Тогда в кадр не попадай. Ты в кадр попал. Так, ну что, ждем. Я вообще думал, что опоздаю с запуском стрима, но прямого эфира, но не опоздал, все нормально. Все работает. Сегодня 1 июня, первый день лета, я уже, наверное, говорил об этом, повторюсь, День защиты детей. И сегодня обещанная температура, вот пока что вот сегодня первый день, когда вот такая температура у нас в году, плюс 32 обещают. Ребята, я не знаю, как мы будем ехать. Уже солнце подпекает, поджаривает, плюс 25 показывают мои часы. О, будет, конечно же, да. Пока что буквально пару минуточек. Будет хорошо. Минуточек остается. Послушаем музыку. Так, у меня все не отзеркалено, все нормально. И наши классные оранжевые будки от Вода Уфа с нашим мерчом. Также 2 гифс и перспектива. Можете сходить. Да, у тебя. А когда ставим ручкой, погнали. Без петлички, ну, чуть-чуть будет залетать, немножечко совсем. Я хотел спросить, а если она влагоустойчивая, Ну, типа там вот обливалка будет, главное, чтобы ее не смыло. в карман такой. Руку возьми просто. Где? Куда ты смотришь? У меня такое ощущение, что я рановато стартовал. Ну, ладно. 97 я ни хера не Ну что такое я хочешь? увидел, Тимур. Ну я похудеть только надо для этого сначала. Тогда Тоже кто-то что-то снимает. Дядька проехал, на руке у него какая-то GoPro, что ли. Ау. ты будешь до конца прям до Куратау вести? Ну да, Там закончится или ты потом тоже будешь продолжать? посмотрим, насколько батарейки хватит. Вообще, ну, обычно у меня прямые эфиры длятся, ну, 1,5 часа максимум, не больше. Ты показываешь просто толпой себе, как будто там один туалет говорит, там Дэйв, который вот Покажите парня в комбезе, где он? Где он? синяя футболка, видишь? Но... Вот они вот этот велик, а парень в комбезе это в голубом шлеме. А, дрищ-то этот, что ли? Ой, простите, да, ну, худенький товарищ. Дрищ. Хотя я тоже дрищ. Это он просто сейчас велик крутил, так одной рукой он прижимал туда. Велик крутил. Блин, ну килограмм 5 может быть. Кто дрыщ? А Буду- может быть килограмм 20, но он не дрыщ, нифига. Как? Ну в смысле, он что, сильный просто? Сильный дрыщ, да? Есть жирный дрыщ, есть сильный дрыщ. Вернемся. Ну да, можно было бы там еще постоять. Тенечек. Ты что? Там. Я когда там еще стоял, я услышал звоночек много. Но они думали, что это старт. Так, ну что, ждем начала. Когда же у нас будет начало? Мне теперь интересно. Время, кстати, друзья, 11:11 ровно. Так и сделай. Бесплатно, пока бесплатно, пока мы не просим бабки за рекламу. Нет, хочешь сделать что такое? Типа Озон, каждый лоб Озон. Да, вот думаешь, у меня так много просмотров, чтобы
И Тимур тоже сделает рекламу. Крышка для сковородки. Да, давайте. Я скажу, приходите в монетку. Пока у нас... Монетка открылась с доставкой, кстати, если вы не знали. Фестивального нету. Только в городе. Только в городе будет работать. Я хотела То доставку. не все магазины. Я еще хочу поделиться, почему, в принципе, у нас сегодня прямой эфир, а не какая-то там профессиональная, ну, не буду скрывать, запись с монтажом. Все предыдущие день 1000 велосипедистов, которые я делал съемки, я откровенно мучился с монтажом. И монтаж дня 1000 велосипедистов занимает очень много времени, потому что там очень много материала. Хочется успеть снять все, каждые там 5 минут включаешь камеру, и включать ее там минимум на минуту хочется, потому что хочется это все заснять, запечатлеть, запомнить. Вот. А потом приходится все это дело, друзья, монтировать. И в этот раз я решил, а зачем монтировать, когда, во-первых, уже есть много смонтированных роликов, можно зайти на YouTube-канал, на ВК тоже есть, и посмотреть, как это было в те года, и посмотреть... А теперь я решил сделать так, что просто прямой эфир, это прям вот не надуманная, не наигранная, настоящая живая картинка. Единственное отличие от тех записей, она будет у нас в 1080, ну и немножко будет подлагивать картинка, это ввиду моего, наверное, старого телефона. Напомню, что у нас прямая трансляция ведется с телефона Samsung A53, мой старенький Samsung. И звук у нас пишется, идет запись через петлички боя. Также вот у Тимура есть петличка, у меня у нас их всего 2. Вот. Что еще добавить, пока даже не знаю. Ждем, друзья. Рассчитывали, что будет старт как минимум в 11, но пока даже ничего не говорят. То есть пока даже непонятно, во сколько будет сам старт. Маршрут сегодня будет пролегать по центральной улице Уфы, проспект Октября, где мы сейчас, собственно, находимся. Мы находимся на остановке Горсовет. Здесь у нас памятник Ленину, Русский драмтеатр. И что еще, какие здесь достопримечательности? Новая ЖКшка строится вот там, если впереди посмотреть. Если хотите, покажу. Новая ЖКшка. Мы оттуда только что приехали. Здесь много коллег, скорее всего, из компании с нашей встречи, где я работаю, поэтому удивляться нечему. Это ваш коллега. Я знаю. ЮТВ, Алина. Я тогда знал, что она лысая ходила, и сейчас короткий стрижка. Ну, значит, пока там нет, давай подъедем, поздороваемся. Проедемся, друзья, покажем площадку. Вижу. Это у тебя говорилка какая-то. Прикольно. А у нас прямой эфир. Кто стримит? А у них, по-моему, типа экскурсии какой-то. Так. Может, прямой эфир, не знаю. Ну, там там микрофон, да, у нее. Ну, в общем, будем считать, что это коллега. Тая. Она ноги засовывает так, что неудобно. Так, хочется пить. Выпью воды. Она тоже стримит, кстати? А я не понял, кстати. С микрофончиком.
Блин, а? Тебя же моя модель. Так, трансляцию мы отключать не будем. А достань мне зеленую. Так, у меня руль имеется... Пиши какие-нибудь комментарии. Через телефон тоже зайди, туда пиши комментарии какие-нибудь. Кому-нибудь скинь ссылку, и пусть кто-нибудь тоже смотрит, комментарии пишет. Да, в сторисах, кстати, у меня в сторисе ВК обе ссылки и в WhatsApp. Так, 4 зрителя в Ютубе. Спасибо большое, что нас смотрят в Ютубе. И, кстати, я вижу очень хорошая картинка, очень даже. И еще плюс 1 подписчик. О, кстати, друзья, спасибо. Ты сильнее Спасибо, что... О, устройство слишком горячее. Ух ты, грелся телефон, да? Я об этом переживал. Надеюсь, что эфир у нас не отвалится очень. Но спасибо большое, друзья, кто подписался. Теперь надо подумать о том, чтобы у меня телефон действительно не перегрелся. У нас прямой эфир, друзья. Вы, кстати, можете передать приветы. Так, это... Да. Надеюсь, что телефон у меня не перегреется, потому что ему уже... У нас идет прямой эфир. Сейчас, подожди, я тебя переключу. Да. Это стрим, это прямой эфир. Привет! Миш, идем. Миш, идем. Давай, Миш. Приехал с Эльбруса практически. Назад. Замечательно, да. Так, надеюсь, что телефон не перегреется, блин. Надо, видимо, ехать, чтобы он охлаждался, а мы стоим. Это ужасно. Может, закрыть его чем-нибудь? А можно в тенек залезть, но там уже народу много. Давай, на самом деле, попробуем в тенечек забраться. Вот туда вот вправо. Доберемся, да. Тоже позвоню. Как бы попробую подогнать немножко. Надо найти, я пока вижу. Вот сюда хотя бы. О, ребят, я нашел тенек. Надеюсь, телефон немножко остынет. Так прикольно смотреть. Здесь собрались все. Здесь народу прям это... Много, все в тенечке. Организаторы, вы что делаете с людьми? Где теньки? Да, где обещанные теньки? Народ требует тенек. Либо я, давай отойду вот так. Охлаждаем телефон. Крякалка у кого-то. Сейчас минутная какая-нибудь готовность начнется, наверное, мы туда опять сместимся, да? Ну да. Время 11:19. Ну, блин, наверное, они хотят 11:30, что ли, старт сделать. Чтобы в самое пекло народ загнать. Ладно. Устройство слишком горячее. Отключим. Устройство не горячее. Я убрал уведомления, все нормально. Ладно, пока мы здесь. Держи нормально, я не держу. Да, держи. Я все-таки еще обращусь к комментариям, к нашим зрителям. Нет, фронталка снимает. Не, я просто смотрю, что за устройство. Если верить ВК, у нас 12 зрителей ВКонтакте. Народ, пишите, пожалуйста. В теньке, да? Ты решил, этот. типа, в тенек отъехать? Я? Нет, он, Евгений. Евгений этот. Наталья, привет. Наталья, я, правда, не знаю, что за Наталья. Наталья Умеркаева, скорее всего. Ну, а просто Наталья, я не знаю. Наталья, идентифицируйте себя, пожалуйста. Но привет в любом случае, спасибо, что смотрите. Второй телефон у нас это Сбермобайл, это нисколько не реклама, это просто второй телефон, который, как выяснилось, на стримах очень нужен. Нет, телефон-то старый мой, это Asus. Да, имеется в виду, что в нем сим-карта Сбермобайла стоит. Я бы даже выразился не самого лучшего оператора. Это уж поскольку ты хочешь поддержать диалог, да? Я не знаю, я пока включу, потом буду периодически включать и выключать, потому что не всем, наверное, хочется слышать вот это вот. Одышка. Так что такое вы слышите будет только от Матвея, наверное. Да нет, Он не запихивается, не запыхивается. Нет, вообще, да, Атлет.
спортсмен. Давайте шутки какие-то травить, товарищи. Анекдот про велосипедиста. Тимур, осторожно, знаешь? сзади женщину. Извините, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Сколько мы должны денег? Точнее, Тимур. Ну, тут предложили просто. Сделали приложение, которое невозможно отказаться. Давай, рассказывай. Я не знаю, если бы знал, если бы знал, Это сказал. электронное устройство, оно только не терпит такого обращения. Ну да. Samsung A50, A53 И очень сильно. A53. Это тебе не айфоны, которые стерпят все, да. Ну да, что сказать. Пока у нас Я вот идет предлагаю время, да. вот так вот, чтобы я вот так вот тоже никому на коленке не сел. Что? Не знаю. Что? Расскажи про вот этот велосипед немножко. Велосипед Штерн, да? Штерн. Как мы его покупали, расскажи. Да, вообще вся информация смешная есть в ролике позапрошлого года, 23-го, когда вот мы с Тимуром как раз вдвоем катались, и мы рассказывали про историю покупки этого велика. Велик купили на Авито. За 16 тысяч рублей. Да. И только мы его привезли на место и сразу же начали ремонтировать. То есть купили вроде бы велик, который со слов продавца был, что все нормально, он рабочий, там пробег не скручен. Катался только сынишка. Да. Ну, судя по всему, сынишка был килограмм 130 весом, наверное. С одышкой. И с одышкой. Да. Активно использовал цепи вот эти все, там, звездочки. Особенно тормозной диск активно использовал до такой степени, что он его погнул. Да, диск, кстати. Что-то вы провели его как? Да, я перевел 16 тысяч, мы приехали к тебе во двор и начали выпрямлять. Я просто пытаюсь вспомнить, а как мы это делали? Как можно вообще тормозной диск выправить? Ну, мы что-то делали, короче. Нет, мы, короче, что-то делаем минимально, что-то мы сделали, потом на следующий день или там, в ближайшее время я повез его на Аграрный университет. Как магазин называется? На Аграрном как называется? Как? Где КБшка. продают? Конечно. КБшка, мы еще в КБшку зайдем сегодня. Велострана, да, там, кстати, продают велосипеды и ремонтируют их. Вот туда заехал. Это не реклама, кстати. Вообще ничего не реклама, кроме рекламы. У нас все абсолютно нормативно, правильно, мы никого не продвигаем, никого не пытаемся там унизить или еще что-то. У нас все Вот так вот лучше. так лучше. Это футболка, она с 23-го. Это футболка и человек. Подпись под человеком. Все, вот он. Получите, распишитесь. Ну, какой есть человек, такой есть. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не забываем подписываться на канал, на ВК, на YouTube, на ВК. Кстати, Рутуб я в этот раз решил послать лесом, потому что я задолбался, если честно. Я задолбался на нем настраивать прямой эфир. Это вечные танцы с бубном на Рутубе. Вечно с ним что-то не так, то... Надо задний ход дать. Отойди. Так, у нас небольшая проблема. Тайка что-то засплакивает. Сейчас чуть-чуть подвинемся. Ну что, мы устали ждать старта. Время 25 минут. Очень надеюсь, что через 5 минут старт будет. И старт будет не в 12. Это будет полный провал. У меня не хватит ни батарейки, ни нервов, ни здоровья. Ну, либо мы просто закончим стрим прямо здесь, где вы и начали. Тимур в расстройстве. Боюсь даже его показывать надо сейчас. Palm фейспалм. Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Да, ты попал в кадр. Давайте тогда, знаете, что сделаем? Немножко поснимаем народ, чтобы, может быть, кто-то себя вдруг где-то увидит. Давайте людей чуть-чуть поснимаем. Крупным планом. Красивый вид, колесо обозрения у нас, которое мы тоже, кстати, обязательно как-нибудь сделаем стрим. Так, простите, не было цели такой.
Ну что? О, начинает затихать музыка, значит, и начинают все звонить звоночки, в том числе и я. Напоследочек, перед тем, как ехать, почитаю комментарии, если они у нас есть. А они у нас должны быть, друзья. Сбермобайл крутится, крутится. Вечно... О, все верно, у Меркаева. Где Лобанов? Лобанов здесь, Наташа. Он здесь был. Он здесь будет, я даже так скажу. Ну и посмотрим ВК. Если я не ошибаюсь, у нас ВК 16 зрителей, да? Нет? Да? Нет, 3 зрителя. 16, видимо, просмотров всего лишь, кто заходил и смотрел наш стрим. Музыка не затихла. Значит, ждем продолжения банкета. Слабенько, что-то да. Есть какие-то недоработочки. А где Тимур? Проветрится. Ну ладно. Ну что? Ждем. Извиняюсь, что у нас пока что с одного ракурса все происходит. Что-то телефон мне немножко нагрелся, и я решил вот в тенечек заехать, охладиться. Номерки мы получили. У меня номер 160. Посмотри, попробуй. О, видишь, она там прибегает. Ждем старт. Зато не сдует ветер. А то так ветер раз, козырек. А тут попробуй, ты найди такой толпе. Все велосипеды сейчас начнут ехать. Вообще никогда такого не было. Очень Вот Лобанов, кстати. Ждали Лобанова. Получите, распишитесь, Евгений Лобанов. Вон у чувака Инста 360 прикручено идет. Наконец-то началась движуха. В самый центр заедем. Ну, он же крутится. Крутится. Погромче. Нет, он не крутит. Кнопки все. Вот, смотри. У меня кнопки, короче, поделать долго. Традиционно Сагитов переговорил. До этого такого не было. Она на солнце. Будет очень смешно, если мы зря сюда вышли. Когда ты должно начаться уже. Я понял, почему так долго. Кто-то опоздал. Проспал немножко. Пробки были, дороги перекрыты.
Оттуда говорят. Ты сними хоть его. Я снимаю. Что видно? Если видно, конечно. Рад приветствовать вас на стороне. Тимур комментирует. Как 36 минут мы уже в эфире, друзья. Народ стартанул. 31 тысяча человек. Если вдруг плохо слышно, то я буду транслировать. число велосипедистов растет. А мэр-то уже, наверное, Мэр-то уже уехал, поди. Братан такой, да. Там колесико будет крутиться, будет твоя нога. Наташа донатить хочет. Донатить? Донатить. Не, ну попробуй пройти. Да, кстати, если кто-то... QR-код делать, ничего не происходит. Объясни. Друзья, да, если вдруг кто-то хочет нас поддержать по QR-коду, его можно навести на QR-код, навести на него камеру, и должны появиться поддержка, ну то есть по Donation Alert, и ваше уведомление должно появиться в левом углу экрана о поддержке. Вот, либо можно перейти по ссылке в описании, она есть и в ВК, и в Ютубе, и по ней тоже можно поддержать наше творчество. Айфон сломался. Ну что, мы сегодня когда-нибудь поедем? 40 минут, друзья, в эфире. У нас ни одного, по-моему, такого стрима не было, чтобы мы тупо стояли на одном месте. Давай так же, как я, встань, чтобы более-менее. И вы будете крепче. Нет, в смысле, так, Кстати, хочу отметить, что в прошлые года звука на этой сцене было в разы больше. Здесь прям были диджеи, было громко, клево. Чего ты шлем расслабился? Заместитель министра спорта Республики Башкортостан, мастер спорта России Артем Александрович Новиков. Сейчас пока все скажут. Править? Можешь отправлю в WhatsApp? А у меня автоматически там сразу устанавливается. Я здесь рад, что получаю. Короче, если у нас шлем потеряется, то не виноват. Да? Она не дает. Подтянуть? Да. Становится не тысячи велосипедистов, а десятки тысяч велосипедистов. Отрадно, что столько людей ведут здоровый А как его жизнь, подтянуть? пересаживаются на двухколесных коней, занимаются спортом. И я уверен, что со многими из вас мы уже встречались и на марафонах, и на заплывах. Это круто, что сегодня Башкортостан – это регион спортивных побед. Занимайтесь спортом, показывайте пример подрастающему поколению. Нет, и он не держит. действительно, просто получайте удовольствие от таких спортивных Ну, есть жарко, конечно, столько времени мы стоим. Условия для занятий спортом, комфортные условия. Я очень сильно надеюсь, что каждый из вас А? пройдет все. Да? Таечка, потерпи чуть-чуть, жарко, да. Издевательство. На самом деле, я прям вот сейчас честно, вот в какой-то момент из-за того, что у нас вот ребенку жарко, конечно, все скажут, да вы сами виноваты, вы потащили ребенка в такую жару. Ну, блин, ребят, было заявлено, что народ уехал куда-то, да, смотри, я не понимаю. Они уехали? Старта же не было. Старта не было. Блин, ребят, Потому что устали ждать. все так... Держи. Я не знаю, как это характеризовать, я не знаю. А? Сейчас себя снимаю, да. Ну ты можешь подключиться ко мне. Народ просто уехал. Потому что вот сейчас в данный момент проходит речь наших заместителей спорта, там, Министерства спорта, руководства. И мне кажется, вот тупо мы просто их ждали. Да? Сейчас в скором времени будет Получается, старт. людям, которые... Да. Потому люди, что которые все уехали, они не поехали, хотели вот сейчас все слушать, поехали без старта, потому что этих все уже, товарищей я думаю, спорта. что устали уже ждать.
Мы, наверное, параллельно. Вот, звоночки на максимум, значит, можно ехать. Мы параллельно говорили в какой-то Да, момент. да, ладно, не страшно. Ну все, звоночки, и мы поехали, короче. Загасил. Ну что, давайте, наверное, ехать, что ли? Себе все желание вообще ехать. Да. Поехали к Матвею пиво пить просто. О, 9. Потом все, кто уехал вперед, такие, а что, старт еще давали? Да, да, да. Мы же в 11. Те, кто в 11 стартанул, Наконец-то, ветерочек, ребят. Наверное, у нас чуть-чуть картинка потряхивается, потому что конструкция у нас на руле представляет собой обычный видеоштатив, закрепленный стяжками к рулю. И ко всему к этому на башку к нему прикручен электронный стабилизатор, который мы снимаем видео. Все наши видеоролики, которые вы от нас видите. Ой, я поехал и сразу оживился, начал что-то говорить. Впереди вот чуть не столкнулись мои друзья Тимур и Евген. И Евгений. Ну что, наконец-то старт дан. Впереди нас ждут улицы, проспект Октября, частично улица Цурю, по-моему, по революционной у нас. Так. Но вообще мероприятие подразумевает абсолютно разных людей и разных сортов, скажем так. Но это прикольно, конечно. Чувак вот сидит прямо, снимает. Профессиональная видеосъемка. Надеюсь, я попаду. Спасибо. Трэша, водки и угара, да? Да. Больше трэша, водки и угара. Прикольно, меня сняли, я найду эту фотографию обязательно. По-моему, меня еще раз засняли. Слушайте, надо будет на следующий выезд, наверное, какой-то мерч делать. Нужны какие-то QR-коды, какое-то обозначалово, кто я вообще, и чтобы народ мог немножко меня находить, нас, и смотреть. Хотя нас и так смотрят. Спасибо всем, кто нас смотрит. Друзья, чат я буду почитывать, как только будет возможность. Возможность будет, наверное, километров через 10, потому что протяженность всего маршрута как раз-таки 10 километров. Вот прямо сейчас моему взору открывается уже ландшафт на весь проспект Октября. Там я уже вижу до Аграрного колонна едет. То есть мы едем, получается, где-то в конце, что ли, в самом. Не сказать, что вроде бы прям в конце. Изначально мы стояли, тогда у меня внимание, вопрос, я не понимаю, откуда начиналась колонна. Я просто вижу, смотрю, отсюда на Аграрном уже народ едет. Просто было два старта. Был старт в 11, мне кажется. И вот буквально для богатых, что ли? Для нетерпеливых, для педантов, как я уже говорил. Типа, вот в 11 старт, вот мы в 11 и поедем, неважно, что вообще там. А вы подождете. Да. То есть было 3 старта изначально. То есть в 11 ровно, потом где-то минут 5 назад и наш старт с отчетом времени. Вот и все. Снимать меня не надо. Да не, зато посвободнее, это хорошо. Ну да, очень хорошо. Наконец-то ветерок подул, охлаждаемся. 45 минут мы в эфире, уже скоро будет час.
Весь маршрут занимает тоже около часа. Ну, значит, примерно 2 часа мы в эфире и с вами, друзья, и будем, наверное. Очень надеюсь, что ничего не подведет связь, не подведет аппаратура. И все будет круто, все будет круто. Давайте позвоним в звоночки, да. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто нас поддерживает, кто подписывается. На Бусти я тоже есть. Не на бусе. Можете меня найти где-то в районе через час на Таратау. На Таратау, да. На телецентре. Кто хочет пожать руку, то да. Можете искать меня. Я на Мерида Карде с детским креслом. Ну и как я выгляжу, все в принципе и так знают. Давайте покажем другой ракурс. Как я еду. Я умудряюсь даже за рулем велика еще и переключать камеры. Начинается у нас под горочку маршрут, очень здорово. Феникс Сити, да, вот здесь подлагивал у меня один раз стрим, и, возможно, сейчас тоже. Что вытащила? Надеюсь, вам, друзья, видно, насколько растянулась колонна. Попробую вот так сделать, поближе чуть-чуть. К сожалению, дальше зумировать я не могу, мне придется тут очень ювелирно работать с дисплеем. Мы проезжаем остановку железнодорожной больницы. Во, смотрите, какой велик. Смотрите, слева, справа. Какие клевые велики. Они точно заслуживают максимальных баллов за креативность. За креативность транспортных велосредств. Чуть-чуть догоняем. Да. Обращает внимание, что мы с ребенком едем. Да, к сожалению, Тайка не попадает в этом ракурсе, когда я на себя камеру делаю. Но, в общем, мы вот так вот уже второй год. Так, становится немножко плотненько. «50 минут мы в эфире, друзья. Пока что все нормально. Проезжаем какую-то остановку, где мы живем. Ну, то есть наш дом находится на этой остановке. Все, наверное, и так, в общем-то, знают. Наверное, кто-то себя узнает. Если узнали, пишите. Пишите в комментариях. Я обязательно потом все прочитаю, каждому отвечу. Каждый год мы с нетерпением ждем этого мероприятия. День 1000 велосипедистов. Потому что это, друзья, невероятный кайф, это драйв, это такая классная энергия. И, кстати, наш дом, наш двор. Там наша машина стоит, если посмотреть. Евгений? Евгений слева.
Очень много народу, 31 тысяча участников, как заявили. Опять у меня устройство слишком горячее. Нужен тенек. Ты видишь, уже плохо. Скорая выехала. Кто-то уже без резины едет. Это, видимо, какая-то культура определенная, субкультура, ездить на ободах. Ну, так надо. Человеку так комфортно. Самое главное, чтобы ему нравилось. Очень-очень много участников, очень плотное движение. Мы проезжаем улицу 50 лет СССР, 50 лет СССР. Играет фристайлов. Скорость движения километров 7, наверное, мы едем. 8, может быть. Все, я приехал. Так, у меня ЧП, у меня спустило переднее колесо. Для кого-то спектакль окончен сегодня. Ну что, к сожалению, у нас на сегодня мероприятие закончено. Так что спасибо всем за просмотр. Я заканчиваю сейчас эфир, потому что так уж вышло, я теперь поддерживаю ту же культуру, где чувак ездил на ободах. Ну что, грустно? Будем заканчивать эфир, потому что все. Я вроде бы всегда следил за своим велосипедом. Ой, у меня еще все что-то сломалось. Ну, в общем, это. Кто сочувствует? Ладно. Давай, держи. Так все, я дальше не еду, у меня колеса нет. А, в смысле лопнул? Да. Угу. Езжай на моем. Нет, я дальше не поеду. Езжай на моем. Матвей. Все равно так кричат.